Шалом, бочки. Доброе утро всем. Трудящаяся пятница настала как-никак. Игорь Слейв здесь он. Вот готов снова терпеть. На потеху населению, да, танковому. Так, Веном здорово, Максимус здорово. Здорово, пацаны, М3 здорово. Шалом, бочки. Поехали в рандом. Ну-ка. Так вот. Слушайте, а как там Уланочка поживает вообще? Докачался или нет? Fuck you. Надо 2 задачи еще выполнить. Например, заблокировать урон. Да, и победить в боях. Кстати, вот эти вот... Кот с ума сходит. 850 чистого опыта. Ну, либо сыграть много крутых каточек, да. Камчат. Просто Камчат, ну поехали. Поехали. Есть еще вариант докупить этапы за голдецом. Но еврей не позволяет, которым я в этом. Где здорово? Но если будет так получаться, да, некрасиво, то придется голду открывать. Да, там задачи такие кабачковенькие. Кабачковенькие. Демон Апрел, здорово. Здорово, пацаны, всем. Отличное настроение. В Дагестане выходные. По случаю Дня незалежности. Марк, здорово. Здорово, здорово. Салям всем. Михаил. Тихо. Надо еще ввести это вместе с кукареканьями по волчьи быть. Зубало. Не готов. Я либо Джессору помешаю, либо поймаю по щам. И что из этих 2 столов выбрать? Стульев. Не столов, а стульев. Барри, здорово, шалом. Ты как там? Fuck you. Ох, что за чума такая тут? О. Кстати, как-то штурматочек тоже немного, да. Еретики, видимо, наигрались. Ох, блядь. Ну ты пол хп нет, пацаны. Какой сплэш жирный, да, у них? Траектория полета. Безвылазно на заводе, видимо, жопа, блядь. Но деньги хоть зарабатываешь, если да, тогда хуйся. Можно и пожить на заводе. Злопяст тут все ползает здесь. Хорош. Наконец-то мочку заткнули. Уже все дождались. Санек, здорово. Да-да. Я тоже добро.
Надеюсь, сегодня домой отпустят. Посрать хоть в чистого не то. У нас так не принято. Блять, слушай, там может быть гопота захочет. Птичка не полетела. И эта тычка лететь не будет. Надо было срочно зевнуть, пацаны, извините. Четверка сбег. Он все не разряжается. Сука, и по мне. Ну как такая, я последний вообще, кто появился здесь, и он меня скинулся. Причем не в эту модель. Ну, видимо, чтобы пробить. А он на бабехе. Скот. Всегда проблема такая, когда ты не первым номером выезжаешь, да. Пацаны разъедутся, и ты получишь по щам. А ты сегодня домой. Ты прочитал, соберись. Да, наверное, я много ошибался. Говно. Лоховская песня по радио заиграла. Поэтому мы стопаем. Ладушки. Ладушки, что еще есть у Рейха интересного? Но вы этой мусорки не играли давно. Поехали. Одна ошибка, и ты fuck you, ну. Блин, я хотел вкинуть, я думал, ну блин, не вкинет же он в меня. Он по таймингу как бы должен был разряжаться в пацанов, когда они втроем стояли. 5 секунд между тычками. И они как раз от... Суки. Ненавижу преступность. На мусораду Вейнал не забывайте, да. Да. Есть достоверная информация. Топ самых смешных вещей, которые делают мусора. Штил прилетел. Мне котейка позавчера ночью цепанул за мизинец, так цепанул, что такое ощущение, как будто там заноза какая-то, пацаны, прикиньте. Я вчера пытался найти хоть какое-то подтверждение, даже не следа то, что он меня цепанул. Это когда ходишь, бывает, так покалывает резко. Их бы прослушали переговоры западных спецслужб, и оказалось, что мусора до Эйнал. Александр Григорьевич, да. А я вам покажу, что такое дуэйн. Сказал батька. Ох, хорошо. Сказал батька и показал. На мусорах. И взял первого попавшегося мента. Что он мне не сбрызнул, мог уже пару раз так делать. Интересно, что вот его Лёшку некому запихнуть. Ребята, я спрошу, запихивайте в Лёшек, которые стоят и вот ждут, когда им это сделают. Они же тоже люди.
тоже хотят сагдик. Тут он уже не чекается. Гася бабахой кидает. ББшками стреляет. Что он еще и дуэйнул. Нихуя себе. Что творят канадцы? Может там чем взорвется у него? Нам заодно надо подсибнуть, тут уже как бы все. Вся сымен выпита. Вся сымен здесь выпита, пацаны. До дна. Сейчас хапанул. Хорошо. Ой-ой-ой, смотри, что происходит. Там сам 50 Бекус наводит порядки в трусиках. Хорошо. Так, блядь, не трогай бокал, сколько можно, там нихуя нету. Целый, блядь, вечер. А это оставить. Все, утро пытается бокал скинуть, там нет, он реально пустой. Подумайте, я буду обманывать кота. Химик здорово. Дизель здорово, здорово, пацаны. Бэбидап. А он тебя фестует, говорит, что любит. А вот это вот грустненько, конечно. Наконец-то дождался, чтобы этот пидор выкатился, но уже как будто бы не момент. Альфочка прошла, you know. Нахуй ты говно. Сука. Там еще и шотный. Ковик раздражается. Бля, ой, отлично. Ковик в очко не пробил, мусорка. Мусорка. Маша, я думаю, он догадался по деревьям, где Гачислеев. Все равно пытается выкатываться, что-то там. Сосай. Слушайте, офигенно прикольная и смешная катка. Я вам так скажу. Да, ёхана мать. Я не вбачил. Хэвик откуда кидал, вы понимаете вообще? Уровень таланта, он такие тычки закидывал. Неужели там отрисовка у него была? Но рогами здорово, пацаны. Здорово всем, здорово всем. Open your mind, open your eyes. Варлок. 3 пятерочки. Да, этот. Короче, какой-то колдун-пердун. Пердуны и колдуны.
Ну ладно, сейчас будет колдовство вне рейха. Смотрите, я папкой выкачу. -2. Угу. В тему. В тему. Где чек на кошачий корм? Блять, я его съел, короче. Я съел этот ебаный корм. И что? А то ж хотел есть. Там донатилка, видимо, растуманилась. Хорошо. Ебка 32 рус. Да. Да. Спасибо, родненький. Я сейчас все чекну. Ах ты, пидор, щеки свои отвернул грязные. Ну, только пидоры щеки отворачивают. Жаль, если бы я его ёбнул. Ну, хотя ладно, я по порту вообще не всунул, все равно. Боже ты пес! Блять, ненавижу преступность, вы бы знали насколько. Короче, не додал трохи урона, ну ладно. 7300. Так вот. Как же он мансит, господи, да. Просто он читает как открытую книгу, сука, меня. Ну давай. Так, ну рогами, спасибо за 150 рублей. Веном, спасибо за 3 единички. Который регулярно корм покупаем. Регулярно. А это, короче, усатый демон не хочет есть обычный корм. Глянчит пакетики все время. Приходится ему покупать. Так, там надо музычку, наверное, подрубить, да? То вы там уснете все. Нам же надо под что-то пиво пить. Какой же лимузин, просто кошмар. Да, из лимузина сделали мусоровоз. Конечно, подлечу на первый тайминг, но как будто бы, во-первых, я неправильно поехал. Я так понял, сегодня Скорпион во всей крысе, да. Да. Кивергоген, может, на леопарде немножечко покатаем тоже. Первая крыса рейха, да. Первая крыса гей. Созданная в Третьем рейхе. Диджей Смит. До аналогии. Мы просто под гуслим. А, не получил. Ну ладно. Гуслю кританули.
Панда, здорово, родненький. Тільки фінгери мої якраз. Блядь, Генка тут еще на не летает. Ох, я мог хапануть, и даже не раз. Чупа-чус, привет. Дуэйнова ген. Чупа-чус, здрасте, здрасте. Приятной пятницы вам, котики. Чтобы пивко было по акции. Чтобы кто-нибудь отсосал бесплатно. Кепку не пробила. А дырка есть. Вадимка, здорово. Погода была человечая, а не свинячая. Да, ну уже походу третий день лета, прикиньте. 4-й день июля и 3-й день лета происходит. За бортом, или может даже 4-й. Раз уже прошлись немножко, я с работы встретил. Было круто. Было круто. Я уже даже и забыл, что такое теплая погода. Приятная пятница была бы в возводстве. Потом уже никто не сосет, кроме меня. Бля, я вообще ради удовольствия сосу. Для меня просто хобби. Ну что я еще катал вчера? Рандом пиздос ебанутый как всегда. Да. Да. Ну какой же еще рандом будет, если имба на имбе, правильно? Это не танк, то имба. Не считай Лорейна, вон он как бы и досасывает. И досасывает. О, я еду в ангар, пацаны. Откуда ты взялся? Морда свиная. Держи его, папаша. Лучший. Лучший. Я вчера 2 боя подряд ебал статюга на маусе 1 стул. Я поставил из 5 один даже. Ну и как там маус может? Сильный, опасный, страшный, не пробил. Животное. Я сразу понял, где он. Животное. Господи, опять альфа нету. Ну почему? Да уж, ну вот ладушки уже получше катка. Тут стоит признать. Ку-ку, мой мальчик, Слава, здорово. Здорово. Всем доброе утро, трудящийся. Браузер закрылся сам, свинья. Сейчас мы починим. Keep on feasting, my love. Сейламур, Лёшка.
Его немецкий взвод. Ну, можно. Что там? Внук игрока. А. Ой. Анька проснулась. Цель получше, да. Так, дик, здорово. Шалом, очень здорово. Здорово. Dancing in the rain. Они по Лоховскому едут, мои бойчики. Бы не произошло трагедия. Андрей Ходорова. Как там? Так, дикочный дядь. Я также мокрый, да. У нас была катка на Эрике на 7000. Парочку боев назад. Костя, здорово. Добренько, да. Да, всем здрасте, пацаны. Доброе утро, трудящийся и не только. БТБ 320 пробития. Чтобы ты понимал, маска и НЛД у него желтым светились. Жестко. Но у него, блин, если у него 300 миллиметров, оно уже будет желтым светиться. Так. Вот так вот. Можно музыку чуть погромче, смотрю тебя за рулем. Музыка будет меня, наверное, глушить, котики. Deep anal in the sadness. Ну, тычки у него тоже пылятся и пропадает, я заметил вчера. Но я все больше улик, то что маус лужа с говном. Даже можно смотреть в лобовой. Так, она его стропонит, поэтому все норм. Ревности нет, только доминирование. Да. Ревность пропадает, когда появляется доминирование, ребята. Поэтому, если вас девка ревнует, просто дайте ей свою жопу. Хотя бы подержать. Сейчас сам в нее парусь. Давай сегодня будет. Понял. Я чуть не поехал вперед, ребята. Мог быть собачий поступок. Да, и потом собачий скулёж. Сразу же. У нас будет программа передач на канале, то она будет вот такая. Топ-10 собачьих поступков, а потом сразу же без рекламы собачий скулёж. Погромче можно только такую музыку. Ну как там песню закрыл? Let's go. Вот так вот. Dungeon Master. Если менты остановят, попросишь, чтобы я мусораду Эйну вырубил. Вот. Немножечко подъебнем пацанов с утра. Песня про смешной мусорской дуэйну. Do you like what you see? Ни капли в рот, ни сантиметр уже подам. Boy, Master. Fucking coming. До сантиметра можно, пацаны. После этого уже пидоросня. This thing is $300. Dungeon Master. I come. Your Эх, бедные покинслейв все ждут и ждут и не сосут. finger my ass.
На сантиметра это пол фаланги, в принципе, не больно, да. По парам. Слушайте, там тоже слились. Ну, там была почти вся команда наша, да. У них были перспективы. И они все эти перспективы проглотили. Come. Your fucking Fuck you. my ass. Come. It's bondage. Бля, я думал по game, самой I'm яйца. saying. Не-не-не. По самой яйца тоже пидоросня. До сантиметра можно, это нормально. Fucking deep. А больше уже пидоросня. А если по самой яйца, так вообще Fucking там не coming. оправдаешься. Full master. Fucking sex. My ass. Come. Где карьера, а где секс? Один раз не пидорасы, второй раз друзья поймут. Да. Второй раз надо уже это делать с теми, кто умеет хранить тайны. Уф, а я думал пробью, слушайте. Ну, попали и попали. Че бубнить? Прикольно, когда проскальзывает гузля. А, ты похож на Коваленко, блогер такой, зовут Свят. Я сначала подумал, это ты. А это ж вроде боксер какой-то. Но это не я, это не я. Но если ты ему донатишь, тогда можешь и мне прислать. Как-никак похоже. Буду благодарен и заранее сурда. Байты на донат. Эх, ну-ка давайте мы заюзаемся здесь в кустах. Здесь никто меня не заметит. Где-то веб-сайт, где все ждут fucking slaves. Эх, богатыря бы допялить. Эх, да. Все еще ищу миссия место под шконкой и не могу его найти. Карточка добрала его. Откуда бы? Знать бы откуда. Инферном. Эх, может быть... Не, нельзя ехать. Я думал проехать через тычку порамсить с борщом, но это лоховская идея. Даже слишком. Только у дедушки хп. Он шотный. Давайте мы зарядим подкол. G это гачи, да. Скорпион гей. Конец боя, езжай. Есть шанс вытащить катку. То никуда не поеду. Наш Степан был раньше похож на Ален Делуона, но только петушиного нашего родника, да. Я раньше вообще был черным. Видите, насколько мне танки изменили. Ален Делоночка. Блять, вот. А почему я не дал тычку прям? Потому что я еврей, и мне жалко было стрелять под колом в него. Вот так вот. О, здорово, панда, здорово. У нас вторая панда в 5.
В здоровье степени не светил. Во, другое дело. Ёпта, ёпта, тут перестрелка. Блять, а над башней еще. Это будет залп. И это будет залп. Нет, это не залп. Я за камнем оттерплю. Ляжку шишкой угощу. Я-ям. Я-я. Ярточка пососал яйчонки. Че говорят о штурм тигра? Но он еще тестируется там где-то под шканарем. Наконец попал на твой стрим на работе. У меня каждое утро стрим. И каждый вечер. То, что я с детства молодец. И знаете, что я думал, меня поедет встречать? Его можно было убивать и со всей силы, да? Я спешил в стычке, пока он морду не отвернул. Блять, это смешно. Он на ходу просто сплевывает и попадает ясен хуй. Я выехал, чуть подсвелся. О, я чё, слушайте, украли победный бой. Две панды попахивают звериный гей-оргии. Это я с консольных, я понял. Что говорят? А он прокачиваемый будет. Я не знаю, он супер тостеры катаются на нем. У него есть кумуль на 1450 альфы. Во-первых. Во-вторых, зачем кумулятивный снаряд такой танк ставить? Ну, вы представляете себя? Да, это если что, как там, штурмовой танк. Да, у него такая, даже там не снаряд, а ракета, потому что такой снаряд делать нельзя. Это по сути ракета, да, там сколько, 300 с чем-то миллиметров. У меня не изменяет память. Короче, ну очевидно, что она только для того, чтобы подлететь куда-то и, ну, и конкретно взорваться. Они ввели кумулятив. При том, что кумулятив, да, там даже на салфетке никому в голову даже не придумает, не придет придумать кумулятив такой. Просто скотский скот. Там сплэш от фугаса больше, чем у арты. Ну вот фугасы, да, если у него... Я не знаю, какие у него фугасы. Но по идее там должны быть такие фугасы, что они полкарты должны заливать говном. Ой, ну поехали, fucking bitch. Поехали. 18 метров, что ли, если не ошибаюсь. Ну это кошмар. Здравствуйте. Здорово, здорово. Чуть не вышел. Так. Ну, короче, Штурм Тигр такой танк, который, я не знаю... Его глупо вводить в игру, потому что любой баланс будет вызывать смех. Реально будет вызывать смех. Плюс это вроде, да, это ж ПТХ. У вас есть штурмовые САУ, хули, как бы было бы логично его штурм САУ сделать. Слишком много непоняток, слишком. Хотя, они бы как забалансили, там было бы 1000 альфы. Со сплэшем. Ну, чисто пофаниться, у меня на нем 2 отметки. Чисто пьяный с автоприцелки, да. Я понял. Я вчера отфестовал новый ТТ, двухстволку, блин, уф. Уф. Радио, сделанное в Европе. Все, 4 диагноз. Понятно? Диагноз.
Так а что это за новые приколы в ютубе Короны Кита? Ой, я не знаю. Я не знаю. Может они придумали какой-то аналог баллов? Аналог еблобалов. Может быть такая. С кем почуял. И эта модель возможность пососать не упускает. Ёб твою мать. Этот Генка еще трется. Аналог, да. Прикольно, да, закидывает. Почему не в трусы сразу же мне сюда, прям в Витебск? Секите. Потому что снаряд задел немножечко краями, я поймал. Вот в дырку бы пролетел бы, я бы не поймал. Да уж. Да уж. Солодаро. Лайк поставил, хорошо. Я как раз хотел разузнать. Но мы с Моисом не подружимся вообще никак. Я вот уже который бой катаюсь, ищу себе место и не могу найти. Эдвард, здорово. Спасибо большое. Тю-рю-рю-рю-тюм. Будет рамсить или не будет? Что здесь как-то, мне кажется, ну ладно, вряд ли меняли рельеф, но такое ощущение, как будто бы да. Give my ass emotion. А Якин здесь. Потому что здесь Яга стоит. Скотный скот. Че, помощь нужна? Не надо. Ну все разрядится, но я думаю, не разрядится, только если в меня. Завтра нас на стриме не будет. Чего? Чего? У вас какая-то вечеринка намечается? Вы нас помните, да? Вы у нас на карандаше. Яшка мог мне сбрызнуть, кстати. Владиславу привет. Минет передаваемо. Мы завтра с Владиславом едем домой в Севастополь из Москвы. Ну давайте, приятно вам отдохнуть там. Мамка хлеб, соль там показала свое. Сдохну. Да, я себе Ой. Вот за последний месяц не было ни одной тычки от Яги, которая Странно, мне что не башня попал. не влетела. Да уж. Но, видимо, не нарисовали просто. У всяких там борщей тоже не улетает. Утренняя народная песенка, я знаю какая. Я знаю какая. Я ему еще гуслю даже не сбил, прикиньте. Скажи, кто ты и что ты, как связан с Мерси. Никак не связан, просто подписчик, который там в Мерси терпит. Вот, предложил вступить в клан. Вот, я пасусь в клане. Никак не участвую в клановой жизни вообще. ППО. ППО. За прилетом.
МС Киллер на маусе. Слушайте, реально, что не катка, я не могу себе место найти, прикиньте. Вот, зато 0 урона смог сделать. Тоже надо уметь. Донбы. Говно? Так приятно, что ты уже перестал осуждать этот трек. Осуждаю этот трек. Осуждаю. Эх, сука. Эх. А над Слоевостополем, наверное, там троху летают, да, беспилотники? Наверное, и клитернет иногда вырубают. Тоже. Е-е. Е-е. Совсем чуть-чуть, ну хорошо. Как-то море прогрелось. Канистра здорово. Жёваные кроты. Расстраивают меня еретики, слушайте, реально такие катковые. Ну прикольно, мы выехали на Эрике, дали 7 с хером. Потом дальше глотать на Скорпионе. Поехали, да? Жопка сока проходил. Доброе утро, друзья, приятной пятницы. Вкусного пенного пива, а может даже и коньяка с пивом. Ну, на крайняк одеколона тоже, чтобы хотя бы холодный был. Есть такой одеколон Саша. Муразор рекомендует. Ну-ка, ну-ка. Эти напитки от модпака Юшина мне надо. Скачиваю на модпак и получаю чекушку одеколона Саша. Также есть коктейль, называется «Секс на пляже с Юшей». Наливаешь тройной одеколон, разбиваешь яичонка, но только белок туда добавляешь. Белок добавляешь. Немножечко черного рыцаря. И капельку симен. Все. И все. Собачий симен тоже подойдет. Нормально, не портит, не портит вкусовую гамму. Господи, что за херня? Вот он именно сюда смотрел и ждал. Птички с именно пьют только свежую камдам. Свеженадоенную. Мне опять все хп просрал. При том, что, ну, казалось бы. Но казалось бы.
Наверное, поберечная СС красивая. Вон он. Он не бережет. Он жопу свою не бережет. А зря. А зря, пацаны, берегите жопу, она еще пригодится вам. На Алтахе не прочистили гузло. Будем за это платить и каяться потом. Жопа как разменная монета, но разменивать нужно с умом. Да, выгодно. Выгодно. Понятное дело, зачем мужику налик, если есть аналик, правильно? Но надо разменивать по нормальному курсу, а не по гейскому. Вот, как Джофф учил. Бля, я идеально выстрелил и полетел в землю, прикиньте. Скоты. Михаил, здорово. Какая-то свежая идея для нагиба, потому что не нагибается вообще. Вилочник зацепил. Князь, не трогай там ничего, обезьяна. Ёпта, меня начакали еще. Меня там кот дергал интернет-кабель. Нельзя, нельзя, тебе сказал. Обезьяна. Давай туда, уебывай. Уебывай свой двор. Иди. Пророк. Опять ползет туда. Блять, иди сюда, пиздюк. Морда уголовная. Кто меня начекал? С базы начекал. Убил, обратно вернулся к Леону, подъехал уже в поле. Сиди здесь. Секси гей. Какой поехавший кот. Господи. ЛК открадется ФГСом его. Ах, блядь, мы его понерфим, этого кота. Сейчас, пацаны, минуточку. Мы его не отнесем под шконку. Иди сюда. Все, кот под шконкой. Кот под шконкой. Кто в этом виноват? Ёпта, я аж обосрался. Я его еще не пробил. Господи. Генка далеко не откатывает, там вилочник. Как он мне в очко второй тычкой на вилке кританул пушку. А вот, да. Кот болеет за команду противника. Во, опять пришел.
Слышь, Генка. Не дай бог ты будешь там что-то дергать. Короче, если у нас пропадет интернет, вы знаете, в чем дело. Мы его починим, но не сразу. Нельзя трогать. Кряк. То просунули сзади в кепку. Ай. Так как я вчера Хавикову сзади в щеку засунул. Было смешно и нелепо. I don't wanna know. Какой-то камчат сплошной. Камчат шальной. Всем доброе утро, друзья, за лайки, спасибо, это молодцы. Это молодцы. Отдельное спасибо коту, который еретик. Peace, alright. Алло, what are you? ВК видео залагало. Вот ток зашел, спустя минут 20 просто зависло. Айо. Если что, еще во ВКонтакте параллельно стрим идет. Если у вас, если где-то что-то там не загрузилось, да, можно и там. Можно и там посмотреть. Я в таком поехал. Залет ли? Я плохо выстрелил, пацаны. Арточка опять не спит. Арточка чмо. Ну-ка, поехали, наверное, откатим. Их еще не пушат.
Значит, не откатим. За ваше здоровье За мой очко. и за мое очко. Панда, спасибо за полтишку. Сука, как бесит. Ай, блядь. Ай. Лёшка там не заявляет о себе. Пацаны живут. Зашло. Here we go. Допихивай в него, отец. Он не пялит, он 2 хп. Отлично. Грузин ПЗ, кстати, их на арточке. Абсолютно. Угу. Хорошо. Напихали. А проблема в том, что тут и сушка, и, скорее всего, с ним мы не совладаем. Ну-ка, поехали, знаете что? Он там в городе назревает отсос. Я хочу быть в центре внимания. Опять морда уголовная пришла. Что тут с тяжами все плохо? Да. Князь, сука! Сколько можно, а? Ой. Слазь давай оттуда. Нет генераторов. Пиздец. Дайте сказал. Пиздюк. Че, кусается?
Где Гослинг, алло? У меня кот хуйней занимается. Вот, я борюсь с котом, пацаны, с игрой одновременно. Дима, ты так. Нахуй кусает. Конечно. Конечно. Ясно. Фигово, что я начекался. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что за песня такая? Это мистейк. А, она слева у нас. Она, кстати, вчера вместо вентиля поставила розовую МП, а на МТВ, мне кажется, да, конечно. Ему с тобой не хватает. Как будто половуху надо все на стабу пихать. Меньше фейлили стычки. Блять, да ёпи... Сука. Он стоял шотный вот здесь, и начекал меня за вот этими кустами. И сушка здесь еще. И сушка, короче, вот тут стоит. Silence of the Gym. Князь, я тебе что сказал? Слышишь? Давай вылазь оттуда, пиздёк. Вылазь давай. Иди. Вылез, пришел кусаться. Билли Эмоушен. Все, лег никуда не идет, туда кусать. Показал мужикам свой ЭС и получил фингерстик, но... Такие лоховские бои, что это вообще кошмар. Что не катка, то мем. Да, кот? Билли Ганда. А можно поставить песню Крокодил Геда и Чебурашка для врагов? Можно. Можно. Вообще, когда вот так заказываешь, ссылку кидай на YouTube. Она врубится. Здесь даже какой-то диджей Урал на ремиксе. Я так понимаю, у тебя днюха, котик? С днем рождения, будь здоров. С тобой же не всегда оправдывала ожидания. Геймарен. Да, я знаю просто, что зайти на YouTube надо полчаса рекламу посмотреть в VPN. Ай, бля. Кирилл, здорово. Геймарин. I wanna 6 hot loads. Я настроил собственный VPN и вообще не парюсь. Так вот.
Это Билли Моушен. Секс-машин. Ну, пока ЛТХу не нашли, не буду даже выпендриваться здесь. Это нашли ЛТХу. Потому что совсем худенько. Вот так вот. Thank you. Инвалид, на которого ты рейдил, играет лучше, чем многие здоровые. Да, я помню там, что в 3500 там что-то такое играет. И когда-то 300 лет назад там бы и рекламировал. Deep Dark Gym. 2. Во. I wanna six hot loads. Наверное, съебался. Сука. Ну давай, давай. Господи, прикинь, не могу в танк попасть. О. Компьютер. Ой, на меня всегда такую тоску крокодил Гена наводил. Это просто кошмар. Советские мультики в целом. Сидишь, сука. Со школы пришел, там в час какой-нибудь. Сидишь, проебываешься. 15 метров от кустов, очевидно, там. Но очевидно. Вот, сидишь, хихи, ха-ха. Думаешь, мамка сейчас в 4 часа придет, как разъебешь, что уроки не сделал. И дальше, бля. Веселый гейбой. Не, Викерса больше не стреляй, он продал свой эйнал дам. Продал эйнал дьяволу. Гога, здорово. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет Пэткок. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, Что мешает 2 раза отмечать? Или 3, или 4? только
Я играю на фудкоке прохожих на найс... да. И прохожих. Фистин. Слушайте, а я как пидор, давайте я там еще тоже фугасом запихну. По щекам. Гонсало. О, ските, где он? Оттуда, прикиньте. У него там был прострел, где-то вот отсюда он мне дал. Да-да-да, ну ладно, мы дали 4000, невероятно. Почти 4000. Была сладкая месть по сошке, да. Спиной обледок. Ну вот как можно было отсюда, вот отсюда дать без освета вниз? Как здесь можно 15 метров от куста набрать, я не понимаю. Вчера играл вообще какой-то полтергей был, кабачки летели криво, альфы не было вообще. Да, уже который, не знаю, день такой. Бывают нормальные бои, но в целом как будто бы вообще. Как будто бы что-то не то. К сожалению, Истин Эйнал только раз в 5 минут. Ну что, как вы думаете, бойчики вытащат? Полтергей. Ёпта. Ёпта. Во-первых, здесь... Ну, короче, он сейчас вымется на арточку, и Гонсало жмыхнет. Гонсало не попал. Чему? Ну, потому что он свой фарт и так просрал уже весь. О, бля. А вот на этом моменте, я думаю, мы катку точно проиграли. Да, Лёшка еще и под станом, бедняжка. Да, мы катку проиграли. Еретики. Ладно, меня радует, что меня хотя бы по беспределу не опустили. Покажи, как играть на ВК-7201 или на Кранварджайне. Пойдешь на десятки? Да, давай. Давайте Кранварджайну садим. У меня хотя бы какой-нибудь стабилизатор есть. Ну, короче, хотя бы вот так поставим. Бой. Нас 5 частично и нет отрубили, только Билайн пашет, все остальные ни позвонить, ни смс не могут отправить. А есть какое-то официальное сообщение от властей, например, почему это происходит? Или
в новостях это игнорируют, как будто бы этого нет. Может быть такое. Может быть такое. Хитрый. Ломанул Wi-Fi шавухи. С работы подружился. А это только мобильный интернет обрубает, да? Тоже отключили на неделю мобильный интернет. На неделю? Ну что, проводил ночной стрим экспериментальный. Павел, здорово, да. Да, я где-то 4 часа запускал, или в полчетвертого, что ли. Не, в 4, наверное, с чем-то. Ну, короче, не особо кисленько. Никто не смотрит. Никто не подписывался. Где-то, может, 1,5 часа постримил и вырубил. Сема, я тебя в ВК песенку скину, врубишь. Там спокойная про любовь. Ой, ну хорошо, тебя врублю. Ну так и быть. Херово, что мне на чеклин был поаккуратнее ехать. Держи. Ну все, так уже вануда не полетит, как полетело, да? Офигеть, он жопы не едет вообще. Вчера бои не шли. Пошел пробовать себя в натиск и что-то так затянуло. В натиске вчера вообще легко было, прикольно. Мне даже понравилось кое-где. Мне даже местами понравилось. Возможно. Сейчас давай я каточку доиграю. Блять! Господи, я... Ой. Только мобильный блочит, да? Загадка дыры, конечно. Хорошо, а если он блочит интернет, почему тогда тариф стопудово дешевле-то не делают? Да. За месяц снимают как положено. Капитализм. Животные. Плати деньги и молчи, да. Какую-то большую любовь там поет. Грандаморе. Можно и не платить. GPS местами глушит.
Ты Басков там поешь, что ли? Хорошая песня, хорошая песня. Я тебе помогу, папаша, но уже поздно. А, у меня тут интуиции нету, ёпта, ёпта. Максим не могли ездить, а они как раз таки через GPS катают. Пиздец. Я, короче, зарядил Камули. Я вот думаю, может быть, оно и не надо было нам. Короче, давайте назад на эти, на подколы. Таксист вешать. Такая, вот тоже, ну, какая хуйня. А, ведь не прогадал с подколами. Лошара Май. Ой, лучший. Ценой своей жизни. Как могла тычка там зафейлиться вторая? Не разумею. Блять. Ёпта, отсюда не выехать. Слушайте, раньше здесь можно было нормально пастись. Вот, а теперь все. Видите, наверное, они подкопали, чтобы плёшки сюда не закатывали. Хотя вроде как можно там. А, наверное, надо было под днище дальше вот так. Ну ладно, я жопой все равно не доехал, но еле едет жопой. Я турбину поленился поставить. Так, какой-то Басков, не, это оперная группа. Ну там второй бойчик, который пел, очень похож голос на Баскова был. У нас тоже таксисты, там прикол в том, что даже 112 не смог позвонить. Тупо нету связи. Жестко. Жестко. По телеку ничего не говорят, почему такое, с чем-то связано и так далее. Москва норм, навигация только в центре падает, связь пару раз отключали. Ужас какой. Ничего не говорят, у вас всем плохо. Ты собираешься на работу или нет? Не хочешь? Пиздец. С собой поесть мы возьмем. Ой, мой, 3 дня. На айфонах даже не в центре. Пиздец. Ну, я, кстати, когда в Москве был и в Питере, зачастую геопозиция все такое очень дерьмово определяется. Вообще капец. У нас такого нет. Видимо, в больших городах такая фишка.
для чего это делать? Чисто порофлить. Ну, Кирилл работает на предприятии, которое занимается дронами, и говорит, что интернет вообще ни при чем. Вот, дронами как будто бы не связано. Хорошо. То интернет вообще не связаны никак, это другие частоты. Логин, Алекс, здорово. Ну вот мы уже который день пытаемся выяснить, ради чего это все. Диверсия ли это древних укров? Или что-то еще? Не знает никто. Не знает никто. Я думаю, до этой хуйни только Игорь Прокопенко может докопаться. iPhone или Android, это оператор тебе говорит, где ты находишься. Он твою геометку. Да. Телефон со спутниками не связан. Блять. Корректировка там всякая херь. Но я еще пойму, типа, да, допустим, есть люди, да, ну, допустим, летит там беспилотник, ну, например, в Севастополь. По-любому есть люди, которые сидят в этом самом, да, там где-то. Ну, вы поняли. Люди, которые осуществляют контроль, там, объективный и так далее. Возможно. Да, есть некоторые цели, которые подвижные. Да, и на них участились атаки. Ну, типа, наверное, так. Наверное, из-за этого, я не знаю. Видел видос. Какой-то бабу подговорили укры заложить бомбу под автомобиль инженера там одного оборонного предприятия. Ее задержали. Вот ее и задержали. Только про елку подумал. Вот, ну, с другой стороны, я понимаю, что, знаете, вот, допустим, едет автомобиль, и по едущему автомобилю где-нибудь в Казани нужно навести беспилотник, ну, может быть, еще окей. Может быть, еще окей. Но такого же не происходит, да. Может быть такое, что они этот интернет вырубают в разных городах, да, чтобы вычислить, как это сказать, агентурную сеть, может быть такое. Вот, ну, например, они знают, да, вот, допустим, ну, короче, возможно, это в разведывательных целях, может быть такое. Вот, например, в штабе укров есть свой человек, да. Он знает, ну, точнее, сообщает, что приходит постоянная информация, да, там, ну, разного рода, да, но, как бы,
например, с тех же набережных Челнов, да, приходит информация, и люди... Ну и нужно вычистить, где именно, откуда она приходит. Вот, допустим, отключили на неделю, да, там в набережных Челнах связь, интернет, да. Информация все равно поступает. Это означает, что еретик где-то, значит, не в набережных Челнах сидит, например. Вот, ну, может быть такой, как вариант. Да, то есть пытается, может быть, так вот выхватить. Вот, возможно, то есть это возможно для каких-то целей ФСБ-кусов. Такое проворачивает. ФСБ-кус. Хорош. Оппозиция определяется вышками связи, и оператор может посредством... Нафига тогда нужна геолокация в телефоне? Ты не думай, я без негатива. Нет, так просто... Короче, есть информация со спутников, она через оператора передается на мобилу. Вот и все. И там вот всякие эти функции, геолокации и так далее. Вот представляешь, что такое сделать в каждом смартфоне связь напрямую со спутниками? Это слишком... Ну, это не надо. Это не надо. Это все. То есть через ретранслятор все это дается. Делать не в благих целях для обычного населения, будем так говорить. Ой, все, конечно, весело, прикольно, а что нам с елкой делать? На котором мы, может, уже не найдем в этом бою. Вот меня начекали свиньи. Пиздец. Давай, счастливо. Пока. Вася Карел. Карелия. Васька с Карелии. Блин, что-то на ютубе за этим. Пока-пока. Пока-пока. Короче, знаете что, на ютубе короны вот эти вот за активность, как-то, видимо, в чате даются. И начисляется как хп. Прикиньте. Прикольно. По телефону постоянно опрашивают сотовые вышки, За ваше твоя здоровье. геопозиция определяется За мое относительно 3 ближайших вышек типа треугольник. Вот и все, и тебе показывает, где ты находишься, поэтому с помощью вышек так легко определить твое местоположение. Называется биллинг. С спутниками твой телефон работать не сможет. Слабовато антенка. Вадимка, спасибо за crazy fuck. In the ass.
Рин-дин-дин-дин-дин. Вот мы выясняем почему. Тут бы какой репортер бы спросил, да? Кого надо. Чтобы вы на сервере Кореи не смогли скачать гачи. Они здесь только ради этого были. Ким Чен Ыну нужны свежие видео. Корейцы, наверное, уехали уже. Это пробует, чтоб Real Man не смогли смотреть стримы Слава, не сделали. Да, все верно. Алексей, здорово. Put your anal in the air. Идет все к совку. Ну, я думаю, ты утрируешь. Да. Вырубим всем интернет, чтобы никто не мог ничего видеть и слышать. Это ж не так. Интернет приносит бабки, поэтому это не вырубят. Сват здорово. Тем более через интернет сейчас вообще все делается. Бля. Ну-ка, ну-ка. Хлёшки не сосут. А если мы вот так вот сделаем? Бля, без пантеры все равно не видно. Так и будет стоять там. Ой, ящики, полный контроль над тем, что творится в инете. То, что пишет, и чтобы данные не выходили наружу страны. Ну вот. Вот. Ну, на самом деле, мы в стране, которая окружена врагами, как еще, правильно? И в стране, в которой внутренних врагов, наверное, не меньше, чем за границей. Да, тем более, что... Сколько он там свалился? Ну, контроль тотальный и так далее, окей, а этот, нахера тогда интернет вырубать? Как ты будешь контролировать кого-то, кто что пишет, если нет интернета? Да, и люди не могут писать в интернет. Совок самое херово, что может быть со стороны. Все социалистические страны живут в полной жопе. Ну, неправда. Социализм-то разный бывает. Вот, с учетом того, какие идеи социализма есть. Наоборот, для обычных людей намного лучше, чем что угодно.
нас, например, при Союзе, ну, во-первых, вся моя родня, да, ни у кого высшего образования нет. Всем квартиры раздавали налево-направо. Вон, мало того, что квартиры раздавали, но, например, на предприятиях на наших, при социализме прибыль полагалась трудящимся. Вот, то есть прибыль не делили владельцы завода, да, там директор и так далее, а прибыль была для трудящихся. Например, вот на этом, вот на Белвесте, да, на котором я работал, да, даже вроде, даже еще потом по инерции при незалежной Беларуси еще даже. Короче, Белвест построили уже, по сути, когда Союз практически развалился. Вот, там, за 5 минут до развала. И на бабки, да, которые завод зарабатывал, построили он этот спорткомплексы всякие, да, там, ну, фоки, условно говоря. Построили общак, Херовогор до сих пор функционирует, с любой точки Беларуси можешь приехать, если хочешь работать, тебе дадут номерок, будешь там жить. Детский лагерь построили, ну, то есть все для нужд, вся прибыль тратилась для нужд населения. А потом, когда всю эту херь построили, когда уже не было идей на что тратить, просто покупали Вайбурги, немецкие машины, и раздавали в рамках очереди трудящимся. Вот так. Ну, сначала семьями, потом до тех, у кого семей нету, не дошло, ну, короче, там, просто раздавали машину. Вот прикиньте, ты работаешь на заводе, тебе в рамках очереди машину дают. И квартиры тоже трудящимся раздавали, кто нуждался в расширении жилплощади. Вот вся прибыль завода шла только на нужды трудящих. Такое только при социализме может быть. Вот, поэтому, я думаю, некоторые вещи нам бы, обычным людям, намного лучше при социализме. Вот, а тем, кто зажиточные крестьяне, да, вот им, наверное, будет похоже. Но, опять же, смотря какие идеи. У китайцев, у них, видимо, совсем свежие идеи насчет развития, да, там, социализма и так далее. Вот, ну, например, ебаш-то немного. У нас так не ебашили. У нас при социализме было по-другому. 8 часов и все. 2 выходных. Собирается на ближайшую вышку. Семен, вот смотри, чтобы контролить интернет, нужно установить нужное оборудование для того, чтобы всю инфу контролить. Ну да. Да. Ну даже не столько оборудования, сколько населения Херовогору обучить, да, там все зарплаты, все такое. Это не простая операция. Дом она была, жрать нечего было. Люди копейки на копейку перебирались. Но это вопрос организации, а не социализма, ты же понимаешь. Потому что так вот можно клепать Херовогору оружие, все такого, да, там быть одной из самых технологически развитых стран и в то же время не производить нужное количество колбасы, например. Это же не просто так. Да. Неужели не было возможности? Конечно, были. Ясен хер были. Но я этой темой интересовался, там сразу после, как Сталин помер, сразу же там понеслось такие реформы идиотские, да, там министерство, да, там, которое отвечает за, допустим, электронику и, ну, допустим, продуктовые всякие министерства, да, которые там, не знаю, Министерство рыбной промышленности, там, сельскохозяйственной и так далее, они объединялись в одно, потом 1000 раз менялись руководители и так далее, там как будто бы намеренно наводился такой бардак, что просто кошмар. Вот куча решений было принято таких, что будто бы во вред государству. Вот. Это не проблема социализма, а дурачков за рулем. Потому что идеи социализма не говорят о том, что нужно людей морить голодом. Правильно? Правильно. Вот, во-первых. А во-вторых, это ж было в конце Советского Союза, да?
Так можно судить по стране, так сказать, по одному только периоду. То же самое, если бы я говорил, блядь, как там в России живете, что там Ельцин долбоеб. Бандитизм, все дела. А плюс, кстати, Вторую мировую точно только социализм выиграл. Потому что именно организация труда такая, которая была при социализме, позволила, да, в таких объемах накапливать бешеные резервы, особенно там технические и так далее, да и вообще в целом в войне моторов победить объединенную Европу, да, стране, которая там по сути не имела производственных мощностей еще никаких. Что там рассказывают, что вот там при царе было все за БС, но, конечно, там полгода не могли снаряды производить просто. Да, дефицит был боеприпасов. Сами не произвели ни одного танка, ни самолета практически, да. Не то чтобы на Западе много делали, но хотя бы могли это делать. У нас не могли. Вот и после АНЭПа, да, электрификация, полное государство, всякие Днепрогэс и так далее, это все можно было произвести только при социализме. Да, такое сооружение, как Днепрогэс, уж представляете, что сколько это электричества вырабатывает, да. Это вам пизже, чем iPhone сделать. Серьезно, потому что это создает гигантскую экономическую зону, которую потом усеяли предприятиями и так далее. Это ж пиздец, это такой объем работы. Все это население, которое там строило, их же тоже, ты ж не будешь на цепях в бараках держать, правильно? Но многие, наверное, так считают. Там четко есть детские сады строили даже школы и так далее, вечерние школы. Там сколько, 5 или 6 этих этапов, да, там, то есть по всему Днепру, по сути, строились дамбы и так далее. Такое сооружение сумасшедшее. И потом уже на основе этого сооружения строились предприятия, да, которые обеспечивались электричеством и так далее. Ну и все это сделано там буквально за 10 лет. И все эти производственные мощности, по сути, выиграли войну моторов у Германии, да, там, и, ну, по сути, у объединенной Европы. Да только социализм мог такое сделать. Так как, по сути, вот в каждом сражении, да, начиная там от битвы за Москву, именно накопление резервов, вот этих вот бешеных, в бешеном количестве. Тем более, вы же понимаете, одно дело... Ну, не остановили же танковые армады группы армии «Центр» лопатами, одной винтовкой на троих. Да, потому что это было просто невозможно. И в 1942 году тоже, в какой форме была немецкая армия, вообще невозможно было остановить. Просто невозможно было. Сочетание опыта, взаимодействия войск и матчасти было просто бешеным. И опять же за счет сумасшедших резервов под Сталинградом остановили. Да, как эти резервы в таком количестве накопить? Потом потерь, да, сумасшедших, которые были за 1941 год. Немцы, например, такой не смогли. Вот когда они прососали, они не смогли накопить резервы и хоть как-то восстановиться, оправиться от поражений. Да, там уже под Курском было понятно, что, ну, как бы будет пиздец, они фронт херу держат. Они поэтому и наступали, потому что выбора-то особо не было. Если будут стоять, их всех расхуярят на котлы. Но по итогу так и произошло. Да. Вот, поэтому в Союзе была всякая хуета, понятное дело. Вот, но всякие основные потребности, да, и самые такие... Ой, ну, грубо говоря, вот, брать обычного человека, вот он не имел, да, там, колбасы и штанов модных и футболок с принтами, зато имел все остальное. Стабильную работу, зарплату и квартиру.
Вот сейчас хуй знает, вот что лучше. Херовая гора торгой, вот этих ебланских, да, Херовая гора шматья и прочие поеботы, там, Макдональдс, хуёнальцы. Да, вот оно есть, я могу себе позволить. Но вот хату я себе не могу позволить. Например. Вот, да и пиздюка завести, я его хуй прокормлю. Вот, а при Союзе было не проблема. Вот, а если бы люди голодали при Союзе, мне кажется, в Союзе бы рост населения не происходил. А в каждой республике он происходил. Сейчас не происходит такого. Наверное, это тоже важный показатель. Я проебал там комменты, пока пиздел. До сих пор я так раз в совке. Так я как раз жил в совке, до сих пор нету ни хера. Ни машин, ни медицины. Нихуя. Да, блять, как малые дети, ракеты. Хз, мама после института работала преподавателем. Над бабками получала 350. Нихера себе, что я немного получала. Могла просто на выходных полететь в Москву погулять, ездила в Европу туристом по путевкам. Ну вот. Только народу в совке в ГУЛАГе сгнило. Ну, я думаю, про ГУЛАГ, да, там столько говна всякого наговорили. Ты же понимаешь, чтобы по ГУЛАГам разводить, да, по Сибирям население, как заявляют всякие там Солженицыны и так далее. Там миллионы, ты прикинь, какая логистика должна наладиться. Конечно, это глупости. А тем более, чтобы сейчас в стране порядок навести, да? Сколько... Какой пиздец. Чтобы навести порядок, нужно не в меньших масштабах заниматься, ну, как сказать, не беспределом, да? Но херовую гору народа придется как минимум посадить. Сколько коррупции, да? Сколько людей откровенно смешных, откровенно вредных для государства. Да? И в то же время при больших деньгах. Раз в год покупал путевку и ехала, в зависимости от отпуска. Что взять и поехать, да хер кто тебя выпустит за границу. Ну вот я, допустим, да, ну не в каждую страну, да, нужна виза. Могу ехать, за какие бабки я буду ехать? Раз в год в лучшем случае, все. Да и что население, я думаю, сейчас также ездит. В СССР были и хорошие, и плохие стороны, как и в нынешнее время. Все верно. Неплохо бы государство определенный положительный опыт тех лет. Вот, да, мне кажется, самое главное, что положительный опыт, допустим, Союза изучают многие страны. Да, в том числе и США изучали. Я, насколько знаю, на предприятии Boeing, по-моему, до сих пор организовано производство и, ну, может быть, не до сих пор, но долгое время и при Союзе, и после было организовано производство точь-в-точь, как на советских предприятиях. Один в один. Китай также изучал наш опыт, до сих пор у них существует институт изучения советского опыта и так далее. Вот, поэтому не все было хрень. А туда всех подряд совали, обычных невиновных там было 70%. Ну так сейчас на тюрьме тоже, в кого не тыкнешь, каждый невиновный. Насчет ГУЛАГа уже столько трудов есть всяких, которые... Во-первых, Херовая гора трудов, которые расскажут, что в ГУЛАГе Херовая гора народу сгнила, да. И Херовая гора трудов, которые все это дерьмо опровергает, там, по сути, все вот эти вот истории не выдерживают никакой критики, что там до хера народу померло. Там, ну, реально, там не о чем говорить. Как говорит Путейн, даже не о чем говорить. Вот поэтому насчет ГУЛАГа это хуета. Это полная хуета. Например, что касается
кулаков, да. Сейчас вот кого не тыкнешь, у всех там дед был кулаком. У нас, по крайней мере, ну почему-то модно так изображать себя, что твоя семья страдала. Есть четкие вот данные. Ну, получается, когда Союз развалился, да, понятное дело, все, что резко рассекретили, все такое, оправдывали там херову гору народа, да. Ну, всяких конченых ублюдков, типа Колчака, например, не отмыли. Даже в 90-е не смогли оправдать, да, хотя там оправдывали каждого. Каждого прохожего оправдывали. На самом деле он был не виноват, все такое. Даже Колчака не смогли оправдать. Там военных преступлений налепил столько, что просто охереть. Вот. Это рассекречено даже в полном доступе, что касается кулаков. Был прикол, знаешь, какой, что... Короче, зажиточный крестьянин на селе. Получалось так, что на него работали другие крестьяне. Ну, зачастую... Ну, допустим, деревня, да, там 20 домов. Один из них зажиточный крестьянин. И, короче, получалось так, что они работали годами на этого человека, он их вгонял еще в долги. Да, и они были зависимы от него, вот, допустим, да, там, ты крестьянин, у тебя там семья, 6 человек, например, да, там пиздюки и все такое, вам там не хватает картошки, всего такого, да, ну вот урожай такой получился, там, тем более, что у тебя и земля там не бесконечная. Ты берешь в долг у зажиточного крестьянина мешок картошки, и ты обязываешься потом на него ебашить долго. Вот, ну и получалась такая херь, она практически повсеместно, что население вгонялось просто в долги перед этим зажиточным крестьянином. И... Ну, типа, не поднять головы с этой хуйтой. И эту проблему решили не разбираться таким образом, что вот, допустим, из Витебской области зажиточных крестьян паковали, ну, кто не хочет по-хорошему, да, раскулачиваться и так далее. Их просто паковали и везли, допустим, в Псковскую область, вот, на ПМЖ. Вот их, короче, расселяли, и получалось так, что, ну, типа, хочешь зажиточно себя вести и так далее, ну, типа, никто не заставлял тебя резко на колени падать. Либо раскулачишься, либо, блядь, вон в другую область едешь, живешь там. Вот, проблему надо было решать быстро, потому что, ну, было очевидно, что война будет, и неоднократно об этом высказывали, и в том числе Сталин тоже высказывался. Ну и, короче, проблему решали быстро и решили делать его вот так. Вот, потом, когда, после Второй мировой, когда в Германии, ну, понятное дело, там коммунисты к власти пришли, вот, и есть действительно этот... сказать. Ну, короче, там был как-то не совет, а как это называется? Ну, встреча именно со Сталиным была немецких коммунистов. Вот, и там всякие вопросы они обсуждали. В том числе и этот они обсуждали. И Сталин четко сказал, что типа мы эту хуйню неправильно решали. Надо было решать все следующим образом. Просто строить предприятия. Да. Хоть какие-то рядом с... Ну, с крупными населенными пунктами, ну, как сказать. Короче, блядь, крестьянин должен был работать, надо было так делать, крестьянин должен был работать на предприятии государственном, зарабатывать бабло, и от этих зажиточных крестьян все бы, как бы, зависимость прошла бы, и все. Вот, плюс сами эти зажиточные крестьяне сами бы расселись бы в этой хуете, вот. Ну, то есть... Никто просто системно бы решилась проблема, вот, без прямого вмешательства. Вот, но поскольку нужно было быстро решать эту хуйню, поэтому сделали вот так. А в Германии сказал, так не делайте. Так, хорошо. Было меньше, сколько солдат в опытах на толковом полигоне погибло при испытании. Как страна может брать и ставить опыты на своем народе? Это ты, может быть, про учение с ядерным оружием?
что ссылается в документах Солженицын. Солженицын ни на что не ссылается. У него, более того, в книжке сразу же написано, что это художественная литература. Вот, но я сразу же разнесли, типа, это откровение, пиздец. Вот, он был антигосударственным деятелем, клиентом в переписке с одним бойчиком, высказывался негативно в антигосударственном ключе, поэтому в лагере поехал. Ну, а потом его даже освободили. Мне кажется, ты передодался антисоветчиной, где на улице потрогать траву. Брат моего прадеда был кочегаром, вышел за хлебом, больше никто не видел. В 1993 году пришла бумага, что его посадили и отвезли на остров Лисий. Так сняли по рассказам и основам, а не по фактам. Нет гарантии, что эти фильмы достоверны. Марина, привет, смотрю тебя в ТикТоке. Правильно, правильно. Подписывайся на ВК-видео. Ладно, я, короче, дальше беседу не буду поддерживать, пацаны, а то я прохерил все комменты, сорян. Серега Кентуха, здоров, такую чушь несешь. Ты же можешь в интернетах проверить, это все есть. Если я говорю чушь. Это вы квартиры снимали или отель? Гляну, до Москвы 1600 билет. Мы с госпожой, короче, когда в Питер ездили, думали посмотреть, сколько будет. Ну, у меня ж машина там ломалась. Думали, глянуть, сколько стоит билет в поезде такой. Ну, короче, ты как в автобусе сидишь, комфортненький вагон. Короче, оказалось, что он стоит ровно столько же, если бы мы сняли машину на неделю, прикиньте. Точнее, не арендовали бы машину здесь, поехали бы на ней в Питер и назад. Я был зараз в шоте вообще. $4К билета на 6К там не разгуляться. А это вы куда так едете? Почему Укров? Фидан, здорово, это ты про что? Никто мешает тебе скатать за 1600 в Москву покушать и поехать домой. Название стрима. Ну, танк-то немецкий. Правильно. Вот, шутка про Укров рейхофилов. Оп. Оп. Там музыка перестала работать, бойчики. Правильно, значит. Ну и все. Это моя историческая родина, откуда моя мама на выходные летала в Москву. Карагандам. Тогда билет на самолет стоит. Ну, кстати, тоже плюс. Авиасообщение было сумасшедшее тогда. Причем за условные копейки. Да, сейчас такого нет. Он даже у меня в городе 300 тысяч населения, у нас есть аэродром, который работал исправно, можно было полететь куда угодно. И до ковида еще, даже он сохранился и работал. Даже в Турцию самолеты в Египет летали, прикиньте. Из города в 300 тысяч человек. Аэродром. Вот так вот. Вот так вот. Не скажу, даже чеки могу представить, если вдруг не верится. Моя историческая родина Эстона. И не верю, это было сказано без сарказма. Когда стримы по штурм эсточке, мы штурм арточку не качаем. Вот, но когда-нибудь, может, вкачаем. Когда-нибудь темная сторона овладеет мной, мы вкачаем.
Но. Я подожду, конечно, здесь. Есть подозрение, что надо как-то шевелиться, да? Генерал Задов. Мне видос попадался. Называется «Идеальной фамилии не существует». И там потом кадр такой на каком-то ток-шоу. И ведущий объявляет... Пускай Александр. И ведущий объявляет: итак, внимание, Александр в очко. Фамилия. Блин. Эта фамилия толковая. Это нам нравится. Смотри, послушаешь ты в совке и берет с Москвы, да, стоит сейчас то же самое, если ты смотришь, понял, то очень сильно удивишься, смешно же, правда. Но мне кажется, билеты рассчитываются в первую очередь из... Так, короче, что, получается, билеты стоят столько же, сколько при совке сейчас? На самолет. Или не? Это хочу ему подсунуть, но нельзя. Слушайте, вся команда слилась, прикиньте, я с нулем стою. Ну дела. Ну дела. Только нам нули добавились. Ой, с-под пальчиком. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Летал в Сочи из Питера 18 человека в одну сторону. Забрался, пропалился. Все смотрят на меня, хочет мести. Второй раз поджегся. Блин. Вчера смотрели билеты до Японии с Москвы, цена 15 тысяч. 15 тысяч билеты до Японии? Да ну нафиг, серьезно? А чё так дешево? А чё так дешево? Что вообще копейки? Или может 150 тысяч? С Москвы. Полеть. Мне может стоит куда-нибудь полететь на самолете, блин. Комета, спасибо за подписку. На сказочной Бали, да. Нормально пернул. Потому что авиалинии не российские, поэтому нормальная цена. А если смотришь Аэрофлот, сразу цена X. Что-то как-то странно, ни одной Малиновки, ни одной Прохоровки. Да. А до войны какие цены были одинаковые на Аэрофлоте и там или нет? Что за слайв? Веном с чата зашел. На халяву затесался. Вячеславом все мечтают поиграть, да. 500 рублей, пацаны, заносить. Будем играть.
Я. Ну то выключили пацана. Ёпта, какой он упоротый. Ёпта, мимо. О, что думаешь про коробка? То, что ему надо менять логопеда. Вот так вот. Жлот всегда стоил дорого, так как только они летают за границу, а раньше много заграничных компаний пускали транзитов через Россию. Из-за санкций половину не пускают, поэтому остались только одна компания и конкуренция. Никто ей ставить не может. А, я понял. Ну-ка, давайте подкрадемся туда к кустам. Там стопудово кто-то терпит и ждет. Мы кого-то от Седова выкатим. Оу. Может, я еще и подсуну? Нет, не подсуну. Летел победы с Воронежем, Калининградом, транзитом через Москву. Да, и обратно 8 тысяч выходило, то есть 4 самолета. Блин, ну вы давайте. В моем понимании всегда билет на самолет это овер до хера денег. Последние трусы придется в кассу положить. И предпоследний тоже. Вот такие суммы называете. Мне даже это. Мне даже захотелось все куда-нибудь слетать. С Москвы до Питера 1200 рублей. Ни херово. Нихеро. Надо посмотреть, сколько будет на самолете до Питера в Таджикистан слетать. Ладно, окей. 3 года назад. Получается, мы неплохо живем, если сейчас цены на поезд не настолько доступные. О, не знаю, пацаны. Вот тут недавно человек писал, что у него дом 320 квадратных метров, зарплата 250 тысяч, вот, и то, что он живет херово. Поэтому я на вопрос, живем мы хорошо или нет, не буду отвечать. Что я на гаражу херни. Я на гараже херни. Вот и то, что 100 тысяч России, это копеечная зарплата, не хватает никому. Вот, такое тоже озвучивалось, поэтому я, наверное, я в такой дискуссии участвовать не буду. Так, ну сейчас глянул с Воронежа до Минска. Поезд 5, ну да, где-то так стоит. Еда стоит дорого. Ну-ка, давайте мы на что ведем. Самолет. Авиабилеты. Откуда? Витебск. Куда? Куда угодно. Санкт-Петербург. Нет прямых рейсов. Хорошо. Минск. Самый дешевый билет 151 рубль. Это на ваши где-то 1005.
1,5 часа пути. Приколдес. Приколдес. 100к, реально маленькая зарплата для РФ. Хер знает. Была бы у меня зарплата 100к, я был бы довольный как слон. Вот. Вот. Две тычки за бой. Господи, такие лоховские бои, просто камчат какой-то утренний. Просто утренний камчат. Ладушки, короче, мы, наверное, на этом и кончим. Да, сколько можно страдать? В 5 часов продолжим. Поедем на какой-нибудь десятки, наверное. А, хотя подождите, сегодня пятница. Ой-ой-ой-ой-ой. В пятницу будет больно, чтобы жить более-менее нормально для Воронежа. 200 плюс надо шалить. Была бы мне зарплата 200 плюс, я бы, наверное, откладывал 150. Не 150, но 100 тысяч я бы точно откладывал. Все, бойчики, будьте здоровы. Низкий поклон. Всех обнял. Люблю вас. Люблю вас. Давайте мы быстренько кому-то рейд подсунем. На Тимоху пойдем. 200 тысяч баксов. Во. Во. Это не тот Скорпион. Надо американский. У меня американского нет. Все, счастливо, пацаны.